Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, дуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях необычный гость, человек, который появился буквально недавно, наверное, в интернет-пространстве. Зовут его Ансаф Хусаинов. Салам алейкум, Ансаф. Уалейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух. Руслан Агай. О тебе узнали люди, я о тебе узнал впервые, когда ты дал интервью Али Черинскому на телеканале «Башня». Вот, если честно, я, конечно, был удивлен, что у нас есть башкиртар, которые ранее служили в системе МВД и перешли вот так открыто, скажем так, бросив, можно сказать, там, да, вызов, как ты это сделал демонстративно, форму выбросив в эфире. Очень мало таких людей. И это, конечно, произвело впечатление. Вот, я приветствую, что есть такие люди среди нас, башкир. Вот, кто еще не посмотрел этот эфир, я всем рекомендую посмотреть. Это он выходил буквально недавно на телеканале «Башня» в интервью с Али Черинским. Можете, прямой эфир был. Ансаф, вопрос к тебе. Вот, ну, то есть мы с тобой потом познакомились, это я говорю уже телезрителям, пообщались, а ты сам предложил интервью провести. Сейчас вот со мной вот это вот интервью. Ты много что как бы рассказал о себе там в эфире у Али Черинского, но я думаю, что ты не все, наверное, рассказал, и, возможно, тебе есть что еще сказать для нас, потому что все-таки надо сказать, что «Башня», те, кто смотрит телеканал «Башня», все-таки отличается от тех, кто смотрит мой телеканал. У меня все-таки более такая башкирская тематика, башкирское национальное движение в основном смотрит, много кто из республики смотрит. Поэтому расскажи, пожалуйста, о себе, что ты не рассказал. Да, безусловно, Руслан, я рассказал не все, так как выступал в эфире я первый раз. Соответственно, кое-какие переживания были у меня внутри, поэтому я не совсем поделился, соответственно. Хочу начать с благословения нашего пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, да, и его сподвижников, которые довели до нас слово истины, слово Аллаха. Так как я только посредством дуа и посредством молитв встал на этот путь, всем я советую изучать свою религию, изучать историю сподвижников, историю пророка, саллаху алейхи вассалям. Затем, что бы я хотел сказать конкретно из того эфира, который я проводил с Али Черинским, я не рассказал, как я попал, соответственно, на территорию Южной Кореи. Изначально я был, когда я еще служил в органах внутренних дел, решение мной было принято, с одной стороны, спонтанно, так как я даже не знал, какая страна меня может принять. Выбор пал на Южную Корею, но опять-таки, чтобы попасть в Южную Корею, это тоже не такой простой путь. Тут нужно и получить разрешение на въезд в Южную Корею. Соответственно, я перед тем, как начать действовать, совершил истихара намаз. Это очень мощный намаз, я считаю, ну и не только я считаю, а считают и все мусульмане. Соответственно, я всем мусульманам советую перед тем, как выполнять какие-либо действия, совершать этот намаз и делать шаг вперед именем Аллаха. Соответственно,
После этого пути для дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел у меня закрылись сами по себе. Я не мог ни попасть опять в командировку на Северный Кавказ, и не мог пойти на повышение. Соответственно, все шло к тому, что мне нужно уходить с этой службы, и тем более я сам по себе уже решил то, что я делаю, уже не приносит пользу ни обществу, ни моему народу. Исходя из этого, я приняв это решение, сразу подал заявку на получение разрешения на въезд в Южную Корею, и в те времена не всем она одобрялась. И после данного намаза мой путь был открыт, хвала Аллаху, и я сейчас нахожусь здесь, альхамдулилля. Соответственно, мой путь лежал через Турцию. Я удивлен, кстати, что мне никто в комментариях не написал, что я какой-нибудь агент турецкой разведки завербованный. Но для YouTube-канала «Башни» так это, если только в плюс, то, что о них знают какие-либо разведслужбы Турции, а для, соответственно, русских Z-патриотов это, соответственно, будет в минус. Но я поехал в Турцию не только как ту точку, куда вообще у нас возможно из России лететь, а как и историческую родину. Я уже показывал вам для тех зрителей, которые смотрели YouTube-канал «Башня», флаг, который сейчас висит за мной, этот флаг Османского халифата. Соответственно, каждый народ был причастен к этому событию, к этому флагу, так как Османская империя, Османский халифат был распространен на большие территории, на обширные территории. Были в его числе как и башкирские, так и татарские янычары, так и славянские народы участвовали в сражениях и занимали большие посты в данном государстве. Именно поэтому я бы хотел, сразу пользуясь случаем, обратиться и к русским, и к украинцам, и те, кто нас смотрит, представители славянского народа. Вы также можете изучить свою историю. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я также указывал это в своем телеграм-канале. Ссылки будут, я тут понял, будут в описании под этим видео. Иншаллах. Вы там можете узнать о своих героях, которые сражались вместе с нами против распространения нечестия, которое в то время пытались распространить, как вам объяснить? Ну, сейчас это вам будет сложно, конечно, понять. Я сейчас бросаюсь... Да, я сейчас бросаюсь такими словами, которые могут кого-то обидеть, но вам нужно изучить этот момент, чтобы понимать, что является куфр. Куфр – это покрытие, то есть покрывало. Когда неверные пытаются покрыть правду, это и называется куфром, из-за чего исходит и слово в отношении неверных кафиры, потому что они покрывают правду ложью. Нам же, соответственно, будучи мусульманинами, приходится опровергать данную ложь. Вы можете ознакомиться с этим на каналах больших ученых, таких как доктор Закир Найк, это ученый в области медицины, который также закончил обучение в области исламских наук, и, соответственно, вы могли бы найти многие ответы на свои вопросы, посмотрев его лекции. Это так мой совет, отходя от темы. Ансап,
Со- Я хотел бы тебя скажем так, приблизить больше к башкирской тематике, потому что, как я сказал, основной контингент, который смотрит меня, это люди из Башкортостана, люди, которые интересуются башкирским национальным движением, все, что происходит сейчас вокруг Башкортостана. И очень много вопросов, реально очень много вопросов, потому что ты действительно необычный человек. И еще раз говорю, я очень рад, что ты ушел из системы МВД. И не просто ты ушел, как я понял, и вот из-за того, что тебе не нравится, не устраивает то, что сейчас происходит в России, конечно же, в Казахстан. Ты об этом сказал открыто, прямо, и, как я сказал, ты бросил форму свою открыто в эфире прям. Вот скажи, пожалуйста, после интервью с Али Черинским, были ли у тебя звонки с родины, какие-то угрозы? Пока как таковых угроз мне не поступало, но вот в будущем, я так понял, они будут. Пожалуйста, можете, там будет указан мой директ, можете и угрозы писать, и свои вопросы. Соответственно, я буду рад выслушать любую критику в свой адрес. Но то, что я сказал, это не отдаляет нашу башкирскую тематику, так как это все взаимосвязано. Ведь башкирский народ, он также участвовал в войне против неверия, в войне против куфра, который шел от Российской империи. Соответственно, то, к чему я призываю, это я призываю все народы к объединению. Я не хочу, чтобы славяне, которые представители славянского народа, которые нас смотрят, считали нас какими-то там нацистами, которые пытаются их истребить. То есть у нас нету такого, у нас нету разделения по национальной почве. Я неоднократно и в интервью Али Черинскому акцентировал на этом внимание, так как даже обучаясь в лицее, где большинство были башкиры-татары, все равно находились места для русских, то есть они спокойно обучались. У нас нету такого, чтобы мы кого-то притесняли по национальному признаку. Данный национализм, он идет не от наших народов. Я смотри, по поводу вообще слова национализм. Я немножко отношусь к нему по-другому. Я вижу, что у тебя есть, сложилось своеобразное, то есть в основном так, как его говорит обычные люди о националистах, что националисты это вот люди, которые как-то выпячивают свою нацию отдельно, ставят ее выше других, принижает другие народы. На самом деле, я считаю, что это не так. Вообще националист – это человек, который просто любит свой народ, свою культуру, свои традиции, свой язык, но не принижает другие народы. Те, кто принижает другие народы, старается их там унизить, оскорбить, уничтожить. Это нацисты. То есть это разные абсолютно вещи. Шовинисты еще можно назвать, да? Но националист – это просто человек, который любит свою традицию. То есть ты считаешь себя башкиром? Да, безусловно. Безусловно, Руслан, спасибо. Или для тебя башкиры, то есть неважно, башкир ты или там татар, или ты турок, там, или ты русский, для тебя нет разницы? В первую очередь я мусульманин. Руслан Алай, спасибо тебе хочу сказать за то, что ты меня поправил. Да, национализм я маленько неправильно выразился, твое определение более вернее. Я больше предполагаю радикальные методы национализма, то есть радикальный национализм такой, который как раз-таки перерастает в нацизм, который ставит свою нацию уже выше других. То есть, понятное дело, да, как Аллах сказал в Коране, то, что Он создал нас разными народами и племенами, чтобы мы познавали друг друга. Поэтому в любом случае наш народ, как таковой, он имеет определенную свою культуру, свои ценности. Это понятно, как и другие народы. И каждый имеет право на существование и сосуществование с другими народами, соответственно, в мире и добре, иншаллах. Так, в принципе, да, такая
правка была верна. У тебя какие-то вопросы? У меня, Еще? Ансаф, дальше вот вопросы, то есть больше приближай, я как бы стараюсь тебя переводить больше на тематику именно башкирскую, то есть ДДК Башкортар, Башкортостанда Ящанык. Вот Да, ты служил в системе МВД. Сколько лет ты служил? 7,5 выходит. Почти 8 лет. 7,5 лет. До какого звания ты дослужил? Я дослужился до звания старшего сержанта в полку ППС. Ну, в принципе, я уже получил высшее образование в системе МВД. Ну, как кандидат на должность офицера я был. Ты в Уфе служил, да? Да. Скажи, пожалуйста, вот как построена система МВД в Башкортостане? То есть много ли там башкир служит? Какой национальности в основном командующий состав? Ну, понятно, что высший командный состав это в основном русские, а вот средний состав командный. Много ли башкир и какой национальности командный состав? Национальности в основном, конечно, да, русские, но есть, конечно, ну как сказать, наверное, на 50 на 50 примерно, если так посудить строго. И опять-таки тут еще зависит же от региона, но если брать Уфу конкретно, то, наверное, где-то 50 на 50, я думаю, так. Состав. Командный состав примерно так же, я думаю, потому что есть командиры. Ну да, также, примерно так же, 50 на 50. Есть ли среди них те, кто, можно сказать, поддерживает башкирское национальное движение, да, вот те, кто действительно там старается разговаривать на башкирском языке между собой, да, вот когда вы там находитесь, где-то общаетесь, где-то там слушает башкирскую музыку, интересуется тем, что происходит в Башкортостане, там, как ты считаешь, много ли среди башкир там поддерживает башкирское движение? Да, Руслан, безусловно, есть такие, скорее всего, даже они не то чтобы поддерживают, но не теряют свои корни, наверное, будет проще, правильнее так выразиться, то, что не теряют свои корни, стараются даже исповедовать свою религию, стараются в какой-то мере. Ну, тот же самый пост Рамадан, иншаллах, скоро который настанет, соответственно, пытаются поститься, но в такой мере, чтобы прям действовать в рамках национального какого-то освободительного движения, такого я, к сожалению, не видел и не слышал. Но многие настолько уже привыкли слушать российские СМИ и, соответственно, и башкирские СМИ, которые, соответственно, работают с российскими, то, что то есть они приравнивают национализм к нацизму, как я вот, допустим, неправильно изначально начал выражаться, как ты меня поправил, вот что-то наподобие того выходит. Ну, вот смотри, ты в эфире у Али Черинского говорил о том, что, можно сказать, что ты потомственный, да, такой, что у тебя и отец, и дядя, то есть все работали, то есть в системе вот ВД, силовых структур и так далее. То есть такой, род, твой клан, да, туком, как у нас говорят башкирца, то есть это те люди, которые служили в силовых структурах. У вас в роду, у вас Эден Тукумда, говорили ли, допустим, о Заки Валиди, допустим, по башкирских восстаниях? Вот как-то эти темы звучали или нет? Или считал, что Заки Валиди это тоже вот что-то не то, о чем нельзя говорить? Конкретно про Заки Валиди я услышал относительно вообще недавно, начал изучать. Точнее, слышать-то слышал, поскольку у нас улица, главная, одна из главных улиц носит его наименование, его название, его именем, точнее. Больше всего, соответственно, разговоров, конечно же, у нас было, да, даже взять из
учебников истории культуры Башкортостана, которые преподают у нас в школах, еще если остались, я не знаю, такие занятия сейчас остались вообще или нет, ну, то это были о восстаниях, конечно же, Салавата Юлаева, чья фотография висит, чей портрет висит сзади тебя, соответственно, да смилуется над ним Аллах. Также поднимал восстание, соответственно, больше всего, больше историй было, конечно же, о Салавате Юлаеве, как о том, кто боролся за, за независимость, скорее за защиты народа от гнета Российской империи. Соответственно, больше всего были о нем. А ты сам вот родом с какого района? Исторически из Бурзианского района. Это такой, знаешь, Түп Башкорт район, скажем, да, Шулай. который там насыщен башкирскими легендами, пещеры Шульганташ, там Йылқы Куль, там, да, вот откуда там по легенде вышли наши башкирские толпары. То есть, ну, действительно, район такой, он этнический. Башкортса матурит пелешем. Мен башкортса матур деп іліше алмаймын. Менің тіл бұтала, так как мен орыс детсадик, орыс мектепте оқыным, соответственно, менің қиынырақ сформулировать приложение башкортса было. Но аңдайым, альхамдулилля. Аңланым. Ну, демек получается, что вот в Бурзянском районе у тебя как бы род оттуда выходит, но получается с детства ты живешь в городе, правильно? Да, с рождения родился я в городе. Соответственно, городское воспитание и большей части, если взять классы, то есть это 90% были русские, 10%, наверное, татаро-башкиры, где-то так, в среднем. Ну вот смотри, ты сам только что, скажем так, подтвердил то, что башкир, даже будучи с выходом с моноэтнического такого башкирского района, у которого родители, я уверен, что твои родители в совершенстве разговаривают на башкирском языке. Так же? Да. Да, вот. Да. И, соответственно, вырос даже, если ты вырос даже в башкирской семье, где разговаривают на башкирском языке, но находясь в городе, в русскоязычной среде, человек теряет свои корни, свой язык. Видишь, ты даже азаки валиди, как ты признался, узнал только буквально недавно. Соответственно, в школах ты мало что изучал из истории, из настоящей истории башкирской. Мало, вот, насколько я знаю, ты также говорил, что у Али Черинского ты говоришь, что о организации Башкор ты тоже мало что знаешь, мало что интересовался этим. Соответственно, получается, что твоя жизнь была насыщена тем, что вокруг тебя окружает, тем, что ты смотришь из телевизора, тем, что как бы увлекает твоих друзей, знакомых, близких, да, то есть, соответственно, национальная культура, национальные традиции, национальная история, это все было как-то на втором плане, если не на третьем. Я правильно понимаю? Да, безусловно, все так, так как мы росли в такой среде, когда башкирский язык считался уже, как я считал, то, что уже башкирский язык, он, по идее, нигде и не нужен, так как у нас везде, даже дубляж на башкирский язык уже, по идее, исчезает с наших городов, поэтому было очень трудно, и в данный момент, мне кажется, это очень трудно сохранить свой родной язык. Альхамдулилля, то, что у вас религия есть. Просто у меня очень схожа с тобой история. Родители у меня Башкортар, как говорят. Вырос я в городе Шимбае, потом в русском вообще селе рос. И, соответственно, то же самое, вокруг меня была русскоязычная среда, и я на башкирском вообще не разговаривал. Очень плохо, с большим акцентом, все понимал, но плохо разговаривал. Но именно
после того, как я пошел в национальную организацию башкирских националистов УРЭ, потом организация Башкорт, которую создали, я начал разговаривать на башкирском. Я не говорю, что я сейчас как бы лично говорю, но могу спокойно как бы свой разговор. То есть это говорит о том, что как бы башкирские все-таки национальные организации, башкирские националисты, они заточены на то, чтобы сохранить максимально и башкирскую язык, и культуру. И как бы переходя здесь, я так понимаю, что ты помнишь события, наверное, на Куштау. Да, я помню эти события. Я в тот момент был в командировке в Чечне. Соответственно, да, я наблюдал за ними, но никаких участий я не принимал ни на стороне протестующих, ни на стороне силовиков. Ну вот большой вопрос такой, смотри, ты был в системе МВД, как ты говоришь, да, и знаешь, что на Куштау, на событиях на Куштау простой народ разгоняли, пили, там в течение 2 дней все это происходило, до этого приходили, стычки были, то есть сотрудники силовых структур, те же самые сотрудники МВД, Росгвардии, ОМОН там был. Насколько простой сотрудник МВД готов выполнять приказы от начальства, просто чтобы вот бить народ, да, то есть, но все же понимали, да, что вот Куштау это тот национальный, культурный, исторический объект, который очень дорог жителям, особенно башкирам, то есть вообще как бы местным жителям, что это красивая гора, что люди защищают ее не просто там ради каких-то денег, как нам это Хабиров, а просто вот чтобы сохранить это. И на него натравливать начали ОМОН, там, да, Росгвардию, бить, убивать, там, сажали людей, да, на сутки. Насколько вот простой сотрудник готов выполнять такие приказы? То есть он вообще задумывается о том, что ну, это несправедливые приказы. Как ты считаешь? Я думаю, что, скорее всего, некоторые из них задумываются об этом, но далеко не все. Потому что некоторые уже давно, как сказать, методично, что ли, сказано, и показывают фильмы о том, что вот, о том, что, допустим, происходило событие на Майдане. Они максимально стараются демонизировать протестующих и, соответственно, пытаются влить в головы сотрудников правоохранительных органов то, что данные события не приведут ни к чему хорошему. И для сохранения того порядка, который установлен путинским режимом, в нашем случае, необходимо разогнать эти протесты, соответственно, и задержать тех, кто оказывает какое-то противодействие и недовольство текущим положением дел в стране и в нашей республике, в частности. У вас были ли какие-то там, часы политологии, допустим, где вам объясняют, что вот есть такие-то там националисты, есть такие-то навальнисты, которые враги государства и так далее. Есть такое? Проводите с вами политчасы какие-то? Да, проводили, показывали митинги на Болотной 2012 года, где выступал тогда еще ныне покойный Алексей Навальный и со своими соратниками, соответственно, показывают ту степень, как бы, их именно те моменты, которые должны вызвать ненависть у сотрудников полиции. Соответственно, как они там методично, допустим, согласно западным методичкам якобы выполняют определенные задачи, дабы вызвать гнев народа, то есть чтобы против сотрудников полиции. Это так, демонстрируется это так, в таком русле.
что это все направлено на дестабилизацию общества, действующей стороне, соответственно, нарушение закона, нарушение порядка. В такой области работают те, кто консультирует, точнее не консультируют, а, как сказать, преподают в школах полиции. Внушают. Да, внушают таким образом людям. Получается, что те сотрудники полиции, которые служат уже достаточно долго и очень часто слушают такие уроки, соответственно, правильно ли я понимаю, что они будут готовы выполнить любой приказ, вплоть до там расстрела демонстрации там мирных граждан, даже если в этой демонстрации, допустим, среди митингующих будут их родственники, друзья и так далее? Я с уверенностью не могу ответить на этот вопрос, но я думаю, скорее всего, да. Поскольку тут все зависит от того, кто командует подразделением и какой именно идет риск для самого сотрудника. То есть он будет оценивать все это, я думаю. Ну, не все сотрудники, конечно, у нас хорошо думающие, но они вполне могут открыть огонь, если такой приказ им будет дан, так как... Даже если они будут понимать, что этот приказ преступный. Есть у вас вообще такое? Скорее всего, да. Неисполнение преступного, можно не исполнять преступный приказ? Такое понятие есть закон, но много ли ты знаешь сотрудников полиции, которые знают закон? Соответственно, они могут спокойно... Учат одно, но все зависит от человека. Как объяснить? Если сам сотрудник не усвоил то, что ему преподают в институте МВД или будь то на учебном центре подготовки сотрудников полиции, соответственно, если он этого не усвоил, сам не запомнил, и ему говорят, сперва выполняй приказ, а потом думай, то есть приказы не обсуждаются, соответственно, он выполняет, а потом уже начинает только что-то думать или решать. Вот. Это проблема, очень большая проблема, как в системе МВД, так и в российской армии, соответственно. Ну, вы видели это в Украине. Да, вы видели это по событиям в Украине. Соответственно, люди не выполняют выполняют то, что им приказали, но не выполняют то, что положено им по закону. То есть они боятся потребовать у себя своего законного права. Даже те организации правозащитные, которые были в системе МВД, были закрыты, и активные сотрудники, которые выступали за защиту прав сотрудников полиции, вот таких как вот Воронцов, я не знаю, слышал ты об этом или нет, был заключен под стражу, то есть арестован и осужден, насколько я знаю. Я, конечно, особо не следил за этими событиями. Если судить по пабликам МВД, то никакой правозащитной деятельности уже не выполняется. Именно конкретно прав сотрудников, профсоюзных организаций уже нету никаких. И защищать права сотрудников полиции никто не будет, и, соответственно, сотрудник полиции остается один на один с системой, и он понимает, что проще для него выполнить то, что приказывает ему эта система, чем сделать то, за что он потом будет отвечать. В таком роде. Вот насколько коррумпирована система вообще МВД? Берут ли взятки обычные там сотрудники? Делают ли они какие-то там заказные преступления, заказные уголовные дела? Могут ли они просто там подкинуть наркотики? Были ли у тебя такие случаи
в твоей работе там? Ну, не говорю, что ты там, ну, вот какие-то твои там сотрудники, знакомые. Вот. М, Ну, как сказать, мелкое взяточничество, оно практически не попадается, поскольку сотрудники управления собственной безопасности, соответственно, они на этом хорошо работают, и я не знаю, возможно, у них там сейчас в системе МВД в основном занимаются такими делами высшие должностные лица, так как у нижних чинов уже нету такой возможности, поскольку им все это перекрыли. Ну, да, даже взять, сейчас идет развитие технологий, есть смартфоны, соответственно, у каждого любые действия низкого ранга сотрудника могут быть засняты, и, соответственно, у него будут печальные последствия после этого. И так как он никак не защищен, его в любом случае приведут к ответственности, а высшее должностное лицо, оно избежит ответственности. А баймакские события. Ты расскажи, пожалуйста, ты во время баймакских событий, которые произошли год назад, ты еще был сотрудником полиции или ты уже не был? Нет, я уже не был. Если бы был, я бы скорее, да, даже нет, наверное, может быть, туда бы меня и не отправили, но, скорее всего, я бы принял участие на стороне протестующих, как и с Навальным, когда было. Вообще вот эти события в Баймаке. Ты знаешь, что на сегодняшний момент арестовано больше 70 человек, которые ждут суда. Двое убиты. Ну, одного точно убили там, да, в автозаке его, это Рифат Даутов. Даже не доехал до... А второй был после допроса, пришел домой и повесился, это Миньяр Байгускаров, то есть явное доведение до суицида человека. Вот как ты вообще охарактеризуешь то, что произошло в Баймаке? Все-таки ты знаешь, да, что там помимо наших башкирских сотрудников, там было очень много, и их не хватало, соответственно, даже пришлось пригласить из Оренбургской области, Челябинской области. Поэтому как ты охарактеризуешь события? Это очень печальные события, очень я соболезную родным и близких, которые потеряли там своих отцов, сыновей, соответственно. То, что сделали эти сотрудники, я даже не могу их назвать сотрудниками правоохранительных органов, это сотрудники Путина, охранительных органов, соответственно. Потому что идти против народа, это касаемо тех сотрудников, которые являются именно башкирскими сотрудниками, но я не знаю. Понятное дело, с одной стороны, можно понять сотрудника полиции, то, что он не может в одиночку все это сделать, но не принимать никаких активных участий как минимум, это, я думаю, возможно. То есть нападать, там, пытаться задержать протестующих, особенно когда ты видишь, как это происходит с женщинами, можно сказать, детьми, которые не достигли совершеннолетнего возраста, это за гранью моего понимания. Я, честно говоря, я не знаю, что творится в головах данных сотрудников. Потому что я лично не смог бы этого сделать. Не знаю, на что, почему, как они это могут делать. Ну, вот смотри, ты в эфире у Али Черинского рассказывал, что когда были протесты в связи с арестом Алексея Навального, ты переоделся в гражданскую одежду и пришел туда, выступил даже на стороне протестующих. И ты ожидал, что вполне возможно может смениться власть в этот момент. Массово. Да, по всей России. Да, по всей России, в городах. И ты сказал там такие слова, что ты готов был встать
То есть ты ожидал, что вполне возможно может начаться кровопролитие, и ты готов был встать между там силовиками и простым народом, чтобы этого кровопролития не произошло. Ты действительно считаешь, что вот спустя вот, да, вот сколько прошло с того времени, 3 года, неужели ты считаешь, что действительно можно сменить власть в стране и без кровопролития? Учитывая, ну, допустим, даже то, что вот тот же самый Хабиров, как буквально там, когда заступал на пост главы республики, говорил о том, что власть захватывается, и она просто так не отдается. Он это открыто даже сам признал. Или ты считаешь, что вот можно эту власть вестить без кровопролития? Сколько это возможно? Уже, увы, нет. В те времена я еще, ну, и даже я и не знал ничего ни об исламе, ни о своей религии, ни о том, ну, ни о том, как устраивали бунты наши предки, так сказать. И, соответственно, я и не подозревал то, что власть настолько будет держаться за свое кресло и не отпустит. Ну, у меня были такие иллюзорные мысли, поскольку все-таки лидер тогдашней оппозиции российской, это вот Навальный, он еще какие-то подавал надежды на свержение власти, ну, так как все-таки протесты затронули всю территорию России, я надеялся, что что-то еще возможно, но после этого я понимаю, что нет, невозможно без кровопролития, хоть и я знаю, что ни вы, ни какие-либо нынешние оппозиционные силы не хотели бы проливать кровь, но, к сожалению, это неизбежно, так как пока народ сам не поймет, куда, что для него важнее, быть рабами или быть свободными, никаких мирных переходов власти невозможно, соответственно. Я так считаю. Ну, вот смотри, в случае краха режима, который, я уверен, наступит рано или поздно, вот Иншаллах. начнутся движения, иншаллах, да, начнутся движения в национальных республиках, в том числе и за независимость тоже, потому что есть такие силы, и я один из тех, кто борется за независимость Башкортостана. Ну и вообще за смену режима против Путина, все это в любом случае начнется. Вот как ты считаешь, в этом случае перейдет ли полиция на сторону народа? Смотря, ну, какая-то часть, возможно, и перейдет, но понятное дело, что это будет не вся часть, наверное, так как, ну, нигде я еще не видел, чтобы прям в целом полностью полиция переходила на сторону народа. Все время будет противодействие. Тут, возможно, если только по примеру Сирии, когда Башар Асад полностью сгноил свою же систему, соответственно, когда у него ни солдаты, ни, я так понял, полицейские не получали нормальных зарплат. И все это привело к краху его режима. Никто не хотел за него заступаться и защищать его. Но там ситуация в Сирии, конечно, немного иная. Там все-таки сам народ хоть и тоже многонациональный и многоконфессиональный, но быт того народа, он отличается от нашего. То есть и воспитание. Они же не были под коммунистами, как мы, на протяжении, можно сказать, практически века. Ну, вот смотри, и здесь получается, что хорошо, даже когда режим будет меняться, это в любом случае будет происходить, хочет полиция или нет. Если она этого не хочет, то, соответственно, это будет гражданская война, скорее всего. Да, если силовики станут на сторону падающего режима Путина, скажем так, здоровые силы
будут против, да, то есть, соответственно, вполне возможно, может начаться гражданская война. И вот здесь, как мы этого хотим, именно башкирское национальное движение, национальное освободительное движение, мы хотим во время этой большой смуты, которая уже, в принципе, была в истории несколько раз, это когда падала Российская империя, 1917 год, это был 91 год, когда развалился Советский Союз. Здесь мы хотим, чтобы наш Башкортостан стал независимым государством. Вот как ты считаешь, те башкиры, те татары, которые служат в МВД, в системе МВД, поддержат ли они независимость Башкортостана и выход ее из состава России? Ну, как я уже говорил, скорее всего, та часть, которая следит за политикой, либо заинтересована или знает историю своего народа, определенно, я думаю, они выйдут на стороне, ну, перейдут на сторону своего народа. Но те, которых зомбировали и которым говорят, что вот там они там хотят установить, я не знаю, какой-то тиранический режим, где вас будут всех притеснять. Там, безусловно, они будут опираться на то, что мы являемся мусульманами. И, опять-таки, Татарстан и Башкортостан в корне своем являются мусульманскими регионами, мусульманскими республиками. Соответственно, они будут на это давить и говорить то, что вот, это ваххабиты, там, я не знаю, какие только термины они не принимают, там, начнут отрезать головы, как и говорили в Сирии, в принципе, когда менялась власть Башира Асада, когда свергали власть его. То же самое будут говорить, также будут говорить, вам будут отрезать голову и тому подобное, и тем самым мотивируя сотрудников и армию сражаться до последнего, но для этого, я думаю, и нужны вот подобные рода эфиры и трансляции, чтобы люди знали, что на самом деле мы не представляем угрозы для обыкновенных людей, и мы также выходцы из этого же народа. Мы не какие-то там прибывшие из, как они говорят, там из каких-то лагерей, подготовленные там террористы, убийцы и тому подобное. Согласен полностью. И отсюда вот тогда такой вопрос, тоже вот заканчивая об МВД вообще, об этом. Вот мы знаем, что есть МВД, есть ФСБ. Когда я жил в Республике Башкортостан, перед тем еще как занимался там общественно-политической деятельностью, организация Башкорт у нас была, нас очень часто, периодически преследовали. Даже было дело, заводили уголовные дела, обыски, частые аресты, приводы всякие. Вот. И я заметил там такое. Нами занимался ЦПЭ, Центр по борьбе с экстремизмом. Он входит в структуру МВД. То есть, и я часто замечал так, что вот на допросах, допустим, да, там присутствует сотрудник ФСБ и ЦПЭшник. И ФСБ, как правило, всегда командовала ЦПЭшниками. Да, вроде бы разные структуры, которые друг от друга абсолютно как бы, да, не зависят, разные там у них направления. И в то же время вот видно, что сотрудники ФСБ, они как-то вот, ну, имели власть над сотрудниками ЦПЭ. И ЦПЭшники, они исполняли, можно сказать, да, приказы ФСБ. Вот это так вообще или нет? ФСБ имеет власть над МВД на сегодняшний момент? Потому что, насколько я знаю, раньше по истории эти структуры всегда, ну, при Советском Союзе точно, то есть они всегда там между собой соперничали. Да, есть такая подчиненность, ну, то есть МВД к ФСБ, поскольку я считаю, это еще произошло вот с тех моментов, когда, ну, ты, безусловно, знаешь о событиях с Рязанским сахаром, когда сотрудники ФСБ под видом террористов якобы закладывали там гексоген или какую-нибудь взрывчатку закладывали и устраивали взрывы жилых домов. И они были пойманы сотрудниками МВД. И тогда уже был доклад
с министра МВД, то, что они задержали таких-то, таких-то, соответственно. После этого органы ФСБ надавили на МВД, соответственно, у них уже тогда был конфликт, и тогда уже некоторые функции МВД были занижены, то есть входили в подчиненность ФСБ. И с этих пор, я думаю, это все и продолжается. ФСБ действительно командует некоторыми подразделениями и министерствами, находящимися в МВД для своих целей. Наверное, не стоит забывать, что страной управляет ФСБшник. Ну да. И тогда вот как бы заканчивая, да, мы уже как в принципе практически час проговорили, я бы хотел бы спросить, вот каким ты видишь вообще, на твой взгляд, будущее башкирского народа, если, учитывая, что мы башкиры с тобой и переживаем за башкир, каким ты видишь будущее башкирского народа, если он останется, если все останется так, как есть, допустим, да, и вообще будущее Башкортостана, как ты считаешь? Будущее Башкортостана я вижу, если оно останется в таком же положении, то это, конечно, будет печальное будущее. Я бы не хотел такого для своего народа, безусловно. Я бы хотел процветания, свободы и независимости своему народу и другим народам, в том числе народам Кавказа, другим поволжским народам, которые находятся по соседству с нами. Но то, что сейчас происходит, ведет к анархии своего рода. То есть именно сами законы, люди ведь сами видят, они же не слепые, то, что законы уже не исполняются, суды работают по телефонному праву. Я не знаю, как люди собираются в этом положении строить какое-то нормальное, адекватное будущее для себя и для своих детей в будущем. То есть, ладно, если они на себе крест поставили, но о своих детях ведь должны думать люди, как они будут жить в дальнейшем на данной территории. Или они хотят оставить это все. Я не понимаю. Поэтому я желаю людям взглянуть на ситуацию с другой стороны, изучить историю и посмотреть, как развивались события в других странах, когда тоталитарная власть сидела слишком долго у власти, находилась у власти слишком долгое время. Ну, смотри, ты как бы говоришь в общих таких чертах, то есть можно сказать так вот, возразить тебе, что можно построить прекрасную Россию будущего, о которой говорил тот же самый Навальный и его соратники. Вот мы построим как бы правовое государство, где будет закон, где суды будут независимые, где власть будет отделена от народа, вот так. То есть, да, точнее, не власть будет отделена от народа, а власть будет подчинена народу, скажем, да, то есть чиновники это и народы и далее. В то же время мы, вот, допустим, представители Башкирского национального движения, мы не хотим быть больше в составе этой России, потому что, еще раз говорю, мы, как башкирские националисты, напираем именно на то, что в этой стране, в этом государстве башкирский народ исчезает. И вот мы с тобой два ярких примера, скажем так, можно сказать, ассимилированных башкир, которые, со временем, благодаря Аллаху, да, и благодаря своему, может быть, критическому мышлению, благодаря каким-то знаниям приобретенным, все-таки осознали то, что это государство, это страна, это империя, можно так назвать ее, она уничтожает наш башкирский народ, она его ассимилирует. Башкиры, переезжая в города, даже с таких моноэтнических башкирских районов, да, как ты вот говоришь, Кубянский район, Ясно-Шимбайского района, все равно теряют свои корни. То есть будущего как такового нету у башкир. То есть даже находясь, если будет какая-то прекрасная Россия будущее, и учитывая даже, что
сегодняшние последователи этой прекрасной России будущего открыто говорят, что не надо изучать башкирский язык как обязательный, что никаких договоров там не надо, там, и так далее. Вот как ты считаешь, как башкирам, что нужно выбирать? Жить в федерации, где будут как бы законы работать, где будут защищаться права башкир, там, в том числе и башкир, и татар, и других народов. Либо это у нас должно быть свое отдельное национальное государство, где мы сохранимся как минимум, как народ хотя бы, вот, да, как сегодня сохранились казахи, кыргызы, узбеки, прекрасно развиваются. Как ты считаешь? Безусловно, я считаю, что наш народ должен жить отдельно, так как, да, даже исходя из того нарратива, который был у команды Навального, я надеялся, что вот даже после если бы те протесты, которые были, они бы обрели успех, я все равно надеялся на то, что наша республика в последующем бы приобрела больше прав и вышла из состава Российской Федерации, потому что я тоже видел, как исчезает наш язык, ну, на себе вижу, в принципе. И понятное дело, что наш народ должен был обрести независимость, как и другие народы, которые считают тоже так же, как и мы. Ну, а вообще, напоследок, есть у тебя что сказать, передать нашим башкортам? Многие подвержены пропаганде, верят в то, что Запад во всем виноват, что Путин это красавчик, что там война в Украине это борьба против нацистов, что башкиры как бы, ну, все хорошо, у башкир никаких проблем нету. Что ты хочешь передать таким? Вначале, ну, самое главное, я бы зачитал несколько аятов Корана, которые должны способствовать размышлению таким людям. Сперва я бы прочел это для тех, кто до сих пор находится в иллюзорных своих фантазиях прекрасной России будущего и то, что там что-то может измениться. Это Аллах, тот аят, который я бы хотел прочитать, Аллах сказал в Коране: «Воистину Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя». И в этих строках, строках аята Корана, я думаю, каждый человек может поразмыслить и задуматься, что хочет для вас Всевышний. Также я бы хотел сказать, процитировать следующие слова Всевышнего Аллаха. «О те, которые уверовали, если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Поэтому бойтесь Аллаха и будьте справедливыми». Это все. Рахмет Ансаф. То есть, ну, если, скажем, перевести, но более обобщенно твои слова, то ты призываешь людей критически мыслить, размышлять, да, то есть менять себя, не подвергаться там пропаганде какой-то, и в то же самое время вернуться к религии нашей, те, кто еще не вернулся. Но я с тобой согласен полностью, но согласись, у нас же есть и те мусульмане, то же самое там Айнур Бергалин, да, муфтий Верховного управления Республики Казахстан, который служит Путину, призывает башкир на войну против Украины, где точно такие же мусульмане живут, там те же самые крымские татары, да, сколько их там, тысяч, сотни тысяч, и призывает и туда какой-то там даже джихад, должны участвовать, и там мулла, мы знаем, там муллы какие-то там походные есть, которые внушают башкирам, что это священная война и так далее. Вот как ты вообще? Да, я
смотрю на это с такой стороны, то что я ведь и сам учился, был шакердом, учился в медресе, первый соборной мечети. И даже если некоторые люди считают то, что это все там какой-то ваххабизм, там радикальные какие-то течения и тому подобное, то, к чему мы призываем людей, что это какой-то радикализм, пускай они сами прочитают Коран, который у них есть на русском языке, также переведенный, переводы смысла священного Корана, соответственно. И сами проанализируют то положение дел, которое у них есть сейчас, с тем, что им говорит делать Всевышний. И, соответственно, взять даже, если мы возьмем полностью официальную версию муфтиатов всех, когда муфтиат Украины призывал остановиться, то есть не делать то, что сделал Путин, соответственно, нападать на украинцев, и в том числе на мусульман Украины, из которых есть и сами этнические украинцы, есть крымские татары, которые являются нам так вообще башкирам татарам это прям родственная кровь, то есть они также являются тюрками, у них похожие языки, соответственно, поэтому когда это все началось, я вообще даже не поверил, что действительно это люди, то, что Путин решился на это. Но поняв, что западные страны этому никак не противодействуют, хотя я надеялся все-таки на это, так как там и вроде бы и команда Навального туда где-то выехала и встречалась там со всеми президентами и тому подобное. Я надеялся на быстрое решение этого вопроса и на скорый развал России. Но этого не произошло. Соответственно, я советую задуматься всем тем людям, которые надеются на Запад, посмотреть на его действия и решить для себя, а стоит ли надеяться на чудо от западных союзников. Ну а на кого надеяться? Ну, в то же самое время мы видим, что и Турция, Эрдоган очень активно сотрудничает с Путиным, и арабские страны, скажем так, они не особо влезают в этот конфликт и не останавливают Россию. А на кого тогда? На это я бы хотел тебе возразить тем, сколько самолетов российских сбила США и сколько сбила Турция. Да, был момент, я согласен. Согласен, да. Эрдоган красавчик, как бы я вообще его уважаю, и то, что он делает, тоже уважаю. Но в том числе я еще раз хочу сказать, что никто, то есть и Турция очень активно помогает Украине, но в то же время она активно сотрудничает и с Путиным. То есть здесь Эрдоган, скажем так, для своей страны просто, скажем, ищет выгоду в этом конфликте для своей страны. И да, то есть такова современная политика. Я хочу сказать, что как бы вот в то же время Запад хоть что-то делает, но я же не вижу, что исламский мир, то есть как-то встает там на защиту там, мусульман Украины, прям вот так, как это должно быть. Согласись, что такого нету. Да, такого нету, но все-таки Аллах сказал нам держаться за его верь Аллаха вместе и не разделяться. Соответственно, я для себя принял такое решение. Но я и вот в своем телеграм-канале я объясняю это решение. И кому интересно, обязательно подписывайтесь, задавайте свои вопросы. Я по возможности на все это отвечу. Иншаллах. И приведу свой довод в эту пользу, соответственно. Ну, Анцап, я думаю, что мы, наверное, не последний раз с тобой встречаемся, потому что за час невозможно все обсудить, и вопросов очень много, и хотелось бы с тобой побольше поговорить там о мировой политике, и о политике России, и о башкирской политике и так далее. Я думаю, что мы еще будем с тобой встречаться. Сейчас же я призываю всех своих подписчиков подписываться на телеграм-канал Ансафа, он будет в описании. Ну а тебе
Спасибо большое. Рахмат, Зур Рахмат. Будем встречаться. Sizga rahmat, Zor. Яра, Inshaalloh, да, будем встречаться.